Предлагаем вашему вниманию обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. За минувшие сутки выявили 29 новых случаев коронавируса в Якутии. Из них в Якутске 18, сообщила в ходе брифинга замруководителя оперштаба региона Ольга Балабкина. По 2 заболевших в Алданском, Верхоянском и Чурапчинском, по 1 в Алаиховском, Вилюйском, Кобяйском, Мирнинском и Нерюнгринском районах. Сегодня вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер. Так увеличивается допустимая загрузка зрительного зала до 75% в культурно-досуговых организациях. Сокращены до 1,5 метров минимальные расстояния между столами в банкетных залах. Кроме того, требование об обязательной изоляции и сдаче анализа на коронавирус не распространяется на вахтовиков, если они уже переболели инфекцией. Остальные ограничительные меры продлены до 30 апреля включительно. На территории республики остается и сохраняется масочный режим, необходимость проведения мероприятий и вообще и необходимость соблюдения социальной дистанции. Кроме того, для пожилых граждан и старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, сохраняется режим самоизоляции как для работающих, так и не для работающих. 31 марта принято постановление правительства 494, которое продлило срок действия временных правил по оформлению больничных листов до 1 мая 2021 года. Россия с 1 апреля возобновила регулярное авиасообщение еще с 6 странами, но туристы смогут поехать только в некоторые из них, да и цены на отдых очень высокие, однако снизятся в мае. Например, в апреле недельные туры на Шри-Ланку в отель 3 звезды стоят от 134 тысяч рублей на человека, но в мае такой отдых подешевеет до 85 тысяч рублей. В апреле цены на недельные туры на Кубу в отеле 4 звезды с системой питания «Все включено» стартуют от 183 тысяч рублей за двоих. В мае стоимость снизится до 154 тысяч рублей. К лету снизятся цены и на туры в Объединенные Арабские Эмираты. Если в апреле стоимость недельного тура в отель 4 звезды с завтраками начинается от 103 тысяч рублей на двоих, то уже в мае она снизится до 85 тысяч. Продолжим тему экономики. Президент России Владимир Путин потребовал восстановить показатели рынка труда к уровню 2019 года. Глава государства подчеркнул, что решение подобной задачи зависит прежде всего от экономического состояния, роста капиталовложений в рабочие места. По словам президента, инвестиции также играют важную роль. Тем временем распоряжением правительства Якутии утвержден комплекс мер по восстановлению численности занятого населения, сообщает Госкомзанятости региона. Планируется, что за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография» профессиональное обучение пройдут более 1000 жителей республики. Кроме того, в Якутии реализуют комплекс мероприятий по стимулированию найма безработных граждан с трудоустройством почти 2500 человек. Также комплексом мер предусмотрено повышение трудовой мобильности, темпов трудоустройства выпускников и молодежи, усиление адресности, оказания услуг и другие меры. Теперь об актуальном курсе валют. По информации Центробанка, доллар сегодня стоит 75 рублей 64 копейки, евро 88 рублей и 75 копеек. Покупает американскую валюту сегодня по наилучшей цене Россельхозбанк за 75 рублей и 40 копеек, а продает Восточный банк за 75 рублей 90 копеек. Курс покупки и продажи евро сегодня самый выгодный также у Восточного банка. Покупает европейскую валюту за 88 рублей 43 копейки, а продает за 89 рублей ровно. Обзор экономических новостей подготовила моя коллега Нергуяна Иванова. Я передаю ей слово.
Ожидаемая продолжительность жизни в Якутии в 2020 году составила 71 год, что выше значения инновационного сценария на 6,3%. Среднегодовая численность занятых в экономике за 2020 год оценочно составит более 493 тысяч человек. По уровню зарегистрированной безработицы достигнут инерционный сценарий в 1,7%. В 2020 году на рост показателя повлияли кризисные явления, пандемия, а также усиленные антикризисные меры поддержки безработных граждан. Это увеличение размера пособия по безработице и упрощение процедуры регистрации в качестве безработного. Численность населения Якутии на 1 января 2021 года составила 977 тысяч человек. Она возросла за счет естественного и миграционного приростов. В сравнении с 2005 годом среднегодовая численность населения в 2020 году увеличилась на 2,4%. Наблюдается естественный прирост населения за счет превышения рождаемости над смертностью. В Якутии появился первый самозанятый резидент дистанционного бизнес-инкубатора. Всего в республике на данный момент насчитывается 64 дистанционных резидента, из них 42 находятся в Якутске и Нерингри. Остальные – резиденты муниципальных бизнес-инкубаторов. Дистанционным резидентом бизнес-инкубатора может стать любой начинающий предприниматель. Конкурс для поиска новых резидентов проводится с 2015 года. Условия для таких резидентов предоставляются те же, как и у обычных, кроме предоставления помещения в здании бизнес-инкубатора. Так закрепляется персональный менеджер по сопровождению проекта, обеспечиваются бесплатные консультации юриста, маркетолога и образовательные мероприятия. Дистанционные резиденты могут пользоваться услугами переговорной комнаты, коворкинга в здании бизнес-инкубаторов. Также предлагается продвижение проектов на информационных площадках и соцсетях на бесплатной основе. Алмаз-Эргиен-банк попал в список российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ФОД 3.0. Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие ранее кредиты по программе ФОД 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников. Кроме того, они должны функционировать в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относятся в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес. Компания «Селигдар» направит более 28 миллионов 300 тысяч рублей собственных средств на восстановление лесов в Нерингринском районе. В контракт, заключенный с профильной компанией «Растимлес», входит весь комплекс мероприятий, связанных с лесовосстановлением в течение 2021 года. Подрядчик берет на себя проведение проектно-изыскательских, инженерно-технических работ, подготовку лесных участков к посадке, покупку посадочного материала, аренду техники и оплату горюче-смазочных материалов и дальнейшую высадку саженцев в открытый грунт. Отметим, что посадки будут произведены на территории Хатыминского участкового лесничества на общей площади почти в 102 гектара. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нюргуяна Иванова. Ее голос многие жители пригородных поселков Якутска слышат ежедневно. Сегодня свой день рождения отмечает диспетчер-кассир столичного автовокзала Инна Лисанги. Поздравила с праздником настоящего профессионала своего дела. Наш корреспондент. У стойки номер 3 начинается посадка по маршруту 109 Якутск-Жатай-Захаровка. Для Инны Исанги автовокзал Якутска – несменное место ее работы последние 10 лет. Рабочий день начинается в 6 часов утра, заканчивается в 9 вечера. Но без вереницы событий и этого режима Инна Владимировна жизни уже не представляет. Я очень люблю вообще работу. Никогда не жалела о том, что я в транспорте. Работа диспетчера, она как бы вот с первого взгляда кажется, ну что там. У нас очень много поступает звонков, очень много, особенно в праздничные дни. В зимние дни мы должны как-то понимать, мы понимаем людей, которые вот сломался автобус, вот стоят на улице, и они, понимаете, с таким негативом, как будто это все надо принять на себя, объяснить человеку. Нужно терпение, терпение и терпение.
Работают диспетчеры посменно. Витать в мечтах не приходится. Профессия требует выполнения сразу нескольких функций. Но основная – общение непосредственно с пассажирами. Работа у нас очень интересная. Это работа с людьми всегда. Надо выдержанность такую иметь и терпение вот на этой работе. Это любой диспетчер, наверное. Что коснись там диспетчер и на скорой помощи. Вообще работа диспетчера, она как бы тяжелая, но интересная. Диспетчер принимает десятки телефонных звонков в день, проходит через сотни пассажиров. Каждому нужно найти индивидуальный подход. Научиться этому – дело времени. Стаж в транспортной сфере Инны Владимировны – 25 лет. Годы работы выработали в характере самые ответственные качества. Я просыпаюсь. Иногда бывает. Сама себе установила время 4:30. Все. И с чего начинается ваше утро? С душа, естественно. Потом завтракать уже не приходится, надо быстрее собрать как-то с собой на работу. Тяжело, конечно, 15 часов очень тяжело отсидеть. У нас 2 перерыва. Ну что, справляемся. От работы диспетчера зависит многое. Оперативное информирование пассажиров свойственно только им. Желаем никогда не терять оптимизма, а со стороны нас, пассажиров, ответной вежливости и понимания. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Инне Лисанге крепкого здоровья и многих лет плодотворной работы. А далее переходим к мировым новостям. SpaceX назвала имена всех участников миссии «Вдохновение-4», первого полностью коммерческого полета в космос. Кто попал в список участников полета, знает Никита Конев. SpaceX назвала имена участников первой полностью гражданской космической миссии Inspiration4 «Вдохновение-4», коммерческого полета, который планируют провести в сентябре будущего года. Командовать экипажем будет Джаред Айзекман, миллиардер и филантроп. Именно он оплатил места остальных астронавтов. По его мнению, эта операция станет важным шагом в покорении космоса. Знаете, впервые человека в космос отправляет не одна из сверхдержав. И я думаю, это знак, что мы на правильном пути. Когда-нибудь, через 50-100 лет, у нас появится лунная база, какая-нибудь марсианская колония. Но начинать с чего-то нужно. И я думаю, когда миссия завершится, мы оглянемся и скажем, тогда простые люди впервые полетели в космос. И это важно, правильно? Сейчас проще удар молнии получить, чем стать астронавтом. И когда-нибудь космос должен открыться большему числу людей. К нему присоединятся Сиан Проктор, ученая и исследовательница, займет место пилота, Кристофер Симброски, ветеран ВВС, станет бортинженером, а также 29-летняя Хейли Арсена, помощница врача, которая в детстве перенесла рак костей. Теперь SpaceX займется подготовкой астронавтов. Сейчас компания ждет возвращения космического корабля Dragon, который находится на МКС. Volkswagen не станет переименовывать американское подразделение. Как выяснилось, громкие новости о переименовании концерна оказались первоапрельской шуткой. Подробности далее. Новости о переименовании американского подразделения Volkswagen в Volkswagen оказались шуткой. Так немецкий автогигант хотел привлечь внимание к своим электромобилям. В компании объяснили, что запустили этот маркетинговый проект специально, чтобы подогреть интерес к новинке – внедорожнику ID.4 и продемонстрировать свои амбиции. Впрочем, в соцсетях далеко не все отреагировали на сообщения концерна с восторгом. Немцам припомнили дизельный скандал. В 2015 году выяснилось, что программное обеспечение, стоящее на автомобилях, серьезно занижает показатели выброса вредных веществ. Шутку компании восприняли всерьез. О ребрендинге написало агентство Рейтер и многие другие издания. Сообщения сказались на акциях Volkswagen. По итогам дня они выросли. Концерн ранее объявил о планах стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году. К этому сроку компания планирует продать 1 миллион подобных машин. В Японии зафиксировали самое раннее цветение сакуры за последние 12 веков, рассказывает Никита Конев. Цветение сакуры в Японии в этом году началось рекордно рано. Такого не было последние 12 веков.
По мнению ученых, этот уникальный прецедент может служить показателем изменений климата. Пик цветения был зафиксирован в Киото 26 марта, а наблюдения за деревьями ведутся с 812 года. Тогда в Японии выдалась очень жаркая весна, и это отметили в документах императорского двора. Обычно же цветы распускаются около 17 апреля. Именно тогда японцы выходят на улицы, чтобы полюбоваться вишней. Эту традицию называют ханами. По мнению экспертов, повышение температуры в результате изменений климата повлияло на цветение сакуры по всей стране. Однако это может негативно отразиться на росте деревьев, поскольку непривычно теплые зимы могут помешать спячке. Люди и животные изнывают от жары в Индии. Чтобы утолить жажду львов, обитателей Гирского леса, егеря устроили сотни искусственных водоемов, рассказывает Сергей Берец. Понедельник стал самым жарким мартовским днем в Индии почти за 80 лет. Температура в Дели превысила 40 градусов Цельсия. От зноя страдают животные в заповеднике Гирский лес в штате Гуджарат. Этот национальный парк – единственное место на Земле, где сохранилась дикая популяция азиатских или индийских львов. Она насчитывает 600 особей. Егеря изыскивают различные способы, чтобы спасти их от жажды, говорит главный смотритель леса Касуладев Рамеш. Они устроили уже более 800 поилок. Некоторые места водопоя или кутия, как они называются на местном языке, наполнены водой из подземных источников. В другие закачиваем насосами. Для подачи воды в резервуары используется энергия ветра и солнца. Ожидается, что волны тяжелой жары будут становиться все более обычным явлением в Южной Азии. Они чреваты гибелью людей и животных. Число летальных исходов от теплового стресса может утроиться в недалеком будущем, если не прекратятся климатические изменения. Такие перспективы изложены в докладе Американского геофизического союза, опубликованном на прошлой неделе. Возвращаемся в наш регион. Любая разработка в диагностике и лечении заболеваний требует серьезных научных исследований. Например, команда исследователей СВФУ работает над созданием нового диагностического теста. Сейчас с нами на прямой связи находится наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Мы узнаем у него о тех нестандартных и уникальных подходах, которые применяют наши специалисты. Алексей, добрый день, тебе слово. Здравствуй, Сергей. Да, действительно получается так, что в целом продолжительность жизни она с годами только увеличивается, но, к сожалению, вместе с тем наблюдается рост и рецидивы раковых заболеваний. И с каждым годом он становится только агрессивнее. И не будет преувеличением, если мы будем говорить о пандемии онкологических заболеваний. Действительно, на сегодняшний день такая проблема, она требует немедленного решения, новых подходов к их диагностике и терапии. И вот как раз-таки уникальность наших ученых, она и заключается в том, что они собрали ученых из разных аспектов деятельности, то есть это физики, биофизики, биохимики и даже математики с возможностью подхода к высокотехнологичному оборудованию. И вот рядом с нами сейчас находится один из специалистов. Мы постараемся у нее узнать некоторые подробности. Здравствуйте, Саргалана Николаевна. Вы являетесь доцентом кафедры общей и экспериментальной физики. Расскажите, вот проблем в медицине, как мы знаем, много, а вот почему вы выбрали именно эту тему? Ну, как вы сказали, действительно рост, распространенность, рецидивы онкологических заболеваний с каждым годом увеличивается. Среди вот таких онкологических заболеваний, как рак шейки матки, занимает стабильно 3-е место в мире. И, к сожалению, несмотря на то, что вот причины возникновения этого заболевания достаточно исследованы в некоторых вот областях, да, медицины, вроде бы это должно сходить
на более низкие вот эти вот показатели, но, к сожалению, стабильно плата вот такой вот существует. Третье место по росту распространенности, рецидивам среди раковых заболеваний. Поэтому вот мы сейчас рассматриваем это заболевание, стараясь привлечь как больше, большое количество различных специалистов, вот как говорили и физики, и медики, врачи, значит, онкологи, да, математики в том числе. С использованием высокотехнологического оборудования, физического оборудования, которое у нас находится в университете, то есть на базе Северо-Восточного федерального университета. Такие аппараты, вот как вы видите, сканирующий электронный микроскоп, достаточно уникальный аппарат, в небольшом количестве их у нас в стране. Да? И, соответственно, вот то, что мы исследуем на клеточном уровне, вот это вот заболевание, как рак шейки матки, нам дала возможность пронаблюдать совершенно новые, значит, аспекты, да, вот в этом заболевании, в показателях крови. Мы исследуем эритроциты, и в исследованиях этих вот эритроцитов... Извините, а скажите, вот в чем именно преимущество, что специалистов вы выбрали именно из разных областей? Значит, вот то, что сейчас фактически, да, вот все, как бы происходит некоторый возврат, да, вот к тому, что к науке, начале науки, когда вот, собственно говоря, все разделы науки были объединены, да, потом вот дифференциация некоторая произошла в связи с развитием, вот 18, 19 и 20 век, да, и теперь обратный как бы вот происходит процесс, в котором, значит, вот такие проблемы медицинские, они начинают исследоваться с различных точек зрения, и как можно больше специалистов вот с различных точек зрения, то есть как можно больше аппарата и возможностей, да, получается, и работа именно в команде дает свои вот такие вот результаты уникальные. Например, вот применение, значит, вот высокотехнологического оборудования, это, значит, участие физиков, инженеров, да, значит, исследований на клеточном уровне предполагает участие, значит, биохимиков, биофизиков, разработка, обработка результатов и натурных экспериментальных данных, это уже участие математиков, моделирование, опять же, да, вот это, значит, все в команде мы исследуем одну и ту же проблему. Спасибо, Саргалана Николаевна. Ну, также, Сергей, хотелось бы отметить, что, находясь здесь, мне стало одновременно как-то и радостно, и грустно. Наверное, грустно от того, что в целом такие болезни, они... Ну, зачем они вообще есть, действительно, да? И радостно, наверное, от того, что есть такие у нас специалисты. Спасибо вам большое, потому что благодаря им у людей, которые, не дай бог, болеют данной болезнью, у них появляется шанс на дальнейшую жизнь. Но на этом у меня, Сергей, все. Мы будем обязательно следить за наукой и держать вас в курсе событий. Леша, спасибо. Пожелаем нашим ученым удачи и дальнейших успешных открытий в области лечения онкологии. Представитель Россельхознадзора сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса для животных. По его словам, препарат прошел испытания, в частности, на собаках, кошках, норках, песцах и лисах. Эффективность вакцины оценивается в более чем на 90%. Подробности в следующем материале. В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных Корневак-Ков. Об этом в среду объявил заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, вакцину разработал Федеральный центр охраны здоровья животных. В результате клинических исследований, которые мы проводили, мы, во-первых, определили методику введения вакцины, мы определили период ревакцинации данной вакцины, мы установили, что срок антител у нас до 6 месяцев составляет. На сегодняшний момент эффективность вакцины мы оцениваем более 90%. Клинические испытания препарата проводились с октября 2020 года на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. Массовое производство вакцины может начаться уже в апреле. По словам Савенкова, интерес к препарату уже проявили компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура. Мы не прекращаем проводить тестирование и в Российской Федерации. И сегодняшняя ситуация создания вакцины позволяет нам в любой момент приступить к этой процедуре, к вакцинации пушных зверей в зверохозяйствах в любой момент.
Применение вакцины, по мнению российских ученых, может предвосхитить развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет. В 2020 году в Дании зафиксировали массовое заражение COVID-19 у норок, из-за чего в стране были истреблены миллионы инфицированных животных. В России официально регистрировались лишь 2 случая коронавируса у зверей – у кошек в Москве и Тюмени. Тем временем ген, позволяющий выжить при экстремальных морозах, выявили у якутского скота. По информации пресс-службы Института цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук, якутский скот отделился от общего предка европейских пород крупного рогатого скота примерно 5000 лет назад. Это позволило исследователям заключить, что адаптация к обитанию в экстремально холодных условиях Крайнего Севера сформировалась за счет собственного генофонда. При этом ученые обнаружили, что в геноме якутской коровы присутствует большое количество генетических вариантов, которые есть и в геномах пород из Африки и Азии, но утеряны у европейских пород, предположительно из-за селекции человеком, направленной на интенсивное производство молока и мяса. У них есть только 3 минуты, чтобы прибыть на место чрезвычайной ситуации. Узлы на тросе для спасения завязывают за 1 секунду, а боевку надевают за 17. В режиме ожидания и в постоянной боевой готовности находятся сотрудники аварийно-спасательной службы аэропорта Мирного. Начали. Надеть боевку за 17 секунд. Такому навыку позавидовал бы любой военнослужащий, ведь это в 2 раза быстрее, чем горит спичка. Но эти мужчины одеваются так быстро, потому что в их работе дорога каждая секунда. Если на взлетной полосе случится авария, пожарно-спасательная служба аэропорта Мирного через 3 минуты должна быть на месте. Это сегодня пожарная машина неспешно сдает назад и паркуется в гараже. Там ежедневно проверяют технику, следят за исправностью не только пожарных расчетов. Любая мелочь может стоить драгоценного времени при спасении. На дежурстве ежедневно находится 12 человек личного состава и 3 единицы техники, которые постоянно находятся в боевом расчете. Пока есть время между вылетами и прилетами самолетов, спасатели сами гнут проволоку для пожарных рукавов. Не доверяют заводским перемычкам. Вязать узлы для этих мужчин – дело привычное. И завязывают их так же быстро, как и надевают спецодежду. Дергаем за свободный конец, и она освобождается. Станислав Шабалов – спасатель опытный. Он из глухой тайги в Выжме вытаскивал самолет Ту-154, который приземлился там в 2010-м. Когда людей и экипаж эвакуировали, на заброшенном аэродроме пришло время спасать и тушку. Самолет не бросили, отправили бригаду из Мирного вызволять железную птицу из лесного плена. Ты снимаешь? Да. Родители просто будут в шоке. Мама, папа, все нормально. С вышки наблюдения взлетное поле как на ладони. Внештатные ситуации здесь редкость. Оттого и держать себя в форме тяжелее. Но сотрудники службы спасения аэропорта всегда готовы помочь коллегам городской пожарной части. У служб двустороннее соглашение о взаимопомощи. Александр Шершуков, Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Прокуратурой республики организована проверка по факту падения ребенка с 3-го этажа многоквартирного дома. Напомним, инцидент произошел накануне в многоквартирном доме по улице Дзержинского. Установлено, что по вызову соседей прибыла бригада скорой помощи. Медработники осмотрели мальчика. Переломов и иных тяжких телесных повреждений не обнаружено. Врачи зафиксировали ушиб ягодичной области, говорится в сообщении. В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие указанному происшествию.
На Зеленом лугу в Якутске обнаружена свалка из испорченных фруктов и овощей. Накануне инспекторы Якутского комитета государственного экологического надзора совместно с активистами ОНФ обследовали территорию Зеленого луга, сообщает пресс-служба Минэкологии Республики. Они обнаружили, что Зеленый луг захламлен деревянными ящиками с испорченными овощами и фруктами. Захламление регистрируется по обочинам грунтовой дороги, идущей в сторону реки на протяжении до 400 метров. В общей сложности насчитывается более 200 ящиков с фруктами и овощами. Точное количество определить не удалось, так как часть ящиков припорошена снегом, говорится в сообщении. По выявленным фактам Минэкологии Якутии проведет административное расследование, отметили в ведомстве. Между тем, недобросовестные жители Айхала мусорят прямо у подъездов многоэтажек. Несанкционированные мини-свалки устраивают жильцы. Самые проблемные дома по улицам Юбилейная и Энтузиастов. При этом специальные площадки для складирования мусора у домов оборудованы. Не только бытовые отходы люди оставляют у подъезда, но и старую мебель, стройматериалы, коробки и нерабочую технику. Объяснять людям, что выносить мусор нужно в контейнеры, бесполезно, отмечают в айхальском предприятии жилищного хозяйства. Выходишь на крыльцо, стоит мусор. Собаки все эти пакеты рвут, растаскивают все по территории, вот возле домовой территории. Мы этот мусор потом приносим домой на обуви, получается. Несколько раз замечал, что из нашего дома, из соседних домов, из подъездов люди, идущие на работу, выкидывают мусор рядом с подъездом. Может быть, стоит установить видеокамеры, дай бог, там, ну, в смысле, кого-то словить, поймать там, или чтобы как можно меньше уменьшить весь вот этот вот мусор, который у меня за спиной. Это мой дом, у меня здесь дети гуляют, ходят, и как бы, а собаки это только растаскивают. На 36-м километре дороги Колыма в Мегино-Кангаласском улусе лоб в лоб столкнулись два автомобиля, сообщает Республиканское управление ГИБДД. По предварительным данным, водитель Toyota Harrier, следуя со стороны Якутска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Premio. В результате ДТП водитель и пассажирка Premio с различными травмами были госпитализированы в районную больницу. Водитель второй иномарки не пострадал, его 25-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение. 4-летняя девочка, находившаяся в детском кресле, травм не получила благодаря тому, что была пристегнута. Автомобилисты в момент аварии были трезвы. В объяснении водитель Харриера написал, что выехал на встречку, чтобы обогнать автомобиль, следовавший впереди. По факту ДТП проводится проверка. Закрыли движение по грунтовому автозимнику на трассе Вилюй. С 1 апреля закрыт участок автомобильной дороги от села Тас-Юряк в Якутии до села Верхнемарково Иркутской области, говорится в сообщении. Пользователей дороги просят передислоцировать технику, которая находится на автозимнике. В Нерюнгринском районе не теряет своей актуальности проблема безнадзорных животных. Наш корреспондент Ирина Кичигина побывала в поселке Чульман. Первые, кому предъявляются жалобы о том, что во дворах и на улицах города и поселков бродят стаи безнадзорных собак, это главам администрации. В свою очередь, представители власти усиленно ищут возможности решения этого острого вопроса. Но пока все сходятся в одном, что необходим пункт передержки и содержания бездомных собак. Да, мы понимаем, что нужен сегодня приют. Приют или пункт содержания в каждом населенном пункте не нужен, мы его не вытянем. Нужен единый, особенно вот, учитывая транспортную схему вот, Нерюнгринского района. И мы, главы, это считаем, что нам нужно объединиться, нам нужно построить один-единственный пункт, приют для содержания собак на территории района, куда мы все свозим этих животных. Сами жители района условно разделились на два лагеря. Это те, кто всеми силами защищает права четвероногих, и те, кто настроен на радикальные меры. Жители Чульмана не исключение. Так, перед Новым годом в поселке был случай, когда на ребенка напало животное, и отчаявшийся родитель совершил самосуд. Отец отстрелил это животное. Бдительный гражданин увидел, написал заявление. Сегодня гражданин осужден на 2,5 года условно. О случаях нападения животных периодически слышно и в соцсетях. Но есть и те, кто понимает и опасность, и в то же время жалеет бездомных собак. А вот дети маленькие бегают, а их маленьких жалко, и они все потаскают детки маленькие их днем.
А к вечеру бросают, а они вырастают, и опять уже 3-й год живем, и они размножаются. Большие собаки бегают, они уже дворовыми не назовешь, у них свой клан. Бродячими часто становятся потерявшиеся животные и те, кого бросили хозяева. И этот вопрос уже решается на законодательном уровне. В Госдуму уже внесен законопроект об обязательной регистрации и учету домашних животных. Обязательная регистрация позволит возвращать безнадзорных животных, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца. И тогда мы надеемся, что проблем с безнадзорными животными станет значительно меньше. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Призывникам в армию в этом году при желании будут ставить прививку от коронавируса. Всех новобранцев перед отправкой на службу обязательно проверят на наличие инфекции. По данным Генштаба Вооруженных сил, весной и летом прошлого года медики в военкоматах выявили более 1500 зараженных COVID-19. Еще более 7000 новобранцев оказались контактными лицами и провели какое-то время в изоляции. И в армию они не пошли. В этом году у срочников появится возможность получить прививку на месте службы. Как будет проходить призыв на военную службу в Алданском районе, расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. Повестки, обязывающие явиться в военкомат, получили десятки юношей. Призывная кампания стартовала. На медкомиссию придут первые призывники. Как организован призыв, мы узнали у военного комиссара Алданского района Олега Бабича. Олег Валерьевич, сколько новобранцев планируется отправить весной в ряды вооруженных сил? В этом году у нас традиционно весенний призыв больше, чем осенний. Это больше 70 человек мы планируем призывать. Как всегда у нас это те части, которые находятся на территории Восточного военного округа. Это и десантники, это и морская пехота, и военно-морской флот, и сухопутные войска, и части различных других обеспечений, скажем так. Масочный режим соблюдения дистанции. В этот раз призывная кампания пройдет также с соблюдением мер безопасности. Ну да, у нас богатейший опыт весеннего призыва. Слава богу, в военкомате Алданского не было допущено ни одного случая COVID-19. Надеюсь, что в этом же ключе, в положительном, мы отработаем осенний призыв. Все меры будут приняты. И масочный режим, и соблюдение дистанции, и соответствующая обработка помещений, рук призывников. То есть все, что положено, мы сделаем. Спасибо, Олег Валерьевич. Призывная кампания продлится до 15 июля, а первые призывники отправятся к местам службы уже через несколько недель. Глава региона призвал якутян принять активное участие в акции «Тотальный диктант». Айсен Николаев выразил уверенность, что это большое дело для Якутска, республики и в целом для России. Русский язык объединяет нашу огромную страну, отметил он. Глава добавил, что сам постарается принять участие в «Тотальном диктанте». Напомним, что Якутск объявили столицей международной акции «Тотальный диктант» в феврале. Акция пройдет 10 апреля. Автором текста стал писатель Дмитрий Глуховский и самостоятельно прочтет диктант из столицы республики. Между тем, 2000 студентов СВФУ подтвердили участие в «Тотальном диктанте». В университете диктант проведут на 6 аудиторных площадках. В организации акции помогут 50 студентов-волонтеров филологического факультета. Всего в Якутске будет 23 площадки. Иностранные студенты вуза напишут тест для тех, кто учит русский язык. На местах волонтерами могут стать не только учителя, библиотекари, школьники, но и все желающие. В Мирнинском театре вовсю готовятся к премьере спектакля. О том, как создаются декорации к постановке, расскажет наш корреспондент Марферина Алексеева. Она сейчас находится в мастерской театра. Марферина, добрый день. Расскажи, над декорациями для какого спектакля сейчас работают мастера? Сергей, добрый день. Сейчас мы находимся за кулисье, такое получается мастерская Мирнинского театра. И сегодня здесь интенсивно идет работа по произведению Дударева «Рядовые». Вот вы видите за мной тут такие колонны. Сейчас работа театра немного изменилась. Если раньше было на более 100 мест, то сейчас, получается, декорации нужно уже устраивать для масштаба 500 мест в зале. Поэтому все реквизиты, которые вы видите, они, получается, тоже должны немного переделываться. И сегодня мы вам расскажем как раз-таки о такой закулисной работе и поговорим с художником произведения «Рядовые». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько картин и как вообще происходит самое начало работы?
Вообще работа начинается с эскизов, с утверждения эскизов, обсуждения спектакля, что хочет вообще видеть режиссер, на что он рассчитывает, ну, в плане своих каких-то воображений, ну, вот. Потом я готовлю массу эскизов, обсуждаем, сколько у нас сцен будет, прорабатываем это, потому что не каждый режиссер может вывести там 4 сцены, 5 сцен. Вот, и кому-то не надо, чтобы картинки менялись, а кому-то надо. Поэтому в этом спектакле у нас будет 4 действия. Вот, и сейчас мы придумали такую вещь. Зритель у нас будет наблюдателем за военными действиями спектакля. Вот, у нас будет внутри сидеть солдат, вот, но зритель будет за ним наблюдать через дырку, пробитую в стене. Вот, эта стена будет полупрозрачной, и все действия их будут видны. Зрителю, мне кажется, будет интересно очень. Вот, естественно, мы с режиссером все это обсудили, его все это устроило. Вот. Вот, получается, за там 1,5-2 часа 4 раза поменяется сцена. Да, и хотелось бы отметить то, что режиссер-постановщик является Георгий Нестер. Эта пьеса готовится к 9 мая, получается, когда будет премьера? 7 мая. 7 мая. Вот. Ну и для того, чтобы все это было очень реалистично, это самая такая большая задача, да, для того, чтобы настроение и перенести зрителя в атмосферу. Давайте расскажем о том, как вот создаются, допустим, даже такие тяжелые снаряды, как имитация металла. Да, это главная проблема наша была в Мирнинском районе именно потому, что у нас очень мало материала для изготовления бутафорской продукции, поэтому постоянно приходилось выдумывать на ходу, что-то придумать. Вот раньше мы, чтобы сделать, допустим, нагрудник такой, использовали металл, оббивали все это, ну, очень много времени уходило, неделя, там, 2, потом все это обклеить, чтобы артисту ничто не терло, ни где-то так нет. И вот такие вот первые страшненькие работы шли. Потом, естественно, начали работать, изучать материал новый. Евафон, сейчас весь косплей завязан на этом, поэтому такие вещи уже занимают очень мало времени. За день можно такие вот костюмы наделать. Да, ну, то есть и 5. смотрится, да, как бы очень оригинально, красиво и легко, и комфортно артистам. Да, именно. И создать можно имитацию фактуры любую абсолютно. Он очень легкий, он не рвется, и поэтому такие вещи очень удобны. Да, вот даже если сравнить, да, вот, допустим, вот то, что было раньше, и то, что вот сейчас позволяет за один день сделать. Если раньше приходилось вот выстукивать все это, да, папье-маше, несколько слоев, то сейчас это уже намного. Хорошо. И вот еще хотелось бы, да, вот расскажите о вашей оригинальной технике. Вы столкнулись с такой проблемой, что нигде не было информации, как сделать куклу, да, которая шевелится лицо. Вот как кукла-чревовещатель. Расскажите, как вы вышли из ситуации? Да, обсудили с режиссером Солей Федосеевой спектакль «Колобок». И она очень просила, чтобы колобок мог шевелиться. Как это сделать, естественно, у нас все, идей нет. Перелопатили весь интернет, что только не придумали. В итоге пришлось самим какие-то вещи придумать, учить артистов этому всему, чтобы могли шевелить. Вот. Потом даже хотели полная импровизация, да, получается? Да, это абсолютно. Вот, я говорю, нигде информации об этом нету. И все. Вышли из ситуации, обучили этому артиста, да? Вот немножко продемонстрируйте, как вот сейчас шевелится у него. Ну, вот глазки шевелятся, допустим. Ну, просто дети в восторге от всего, что шевелится, допустим. Да. Постоянное движение на сцене это всегда очень хорошо. Я знаю, что это вот фишка, да, Мирнинского театра, о том, что вы пытаетесь сделать движение на сцене всех кукол, да? Вот. Да. У нас не только артист шевелится, у нас и декорации постоянно меняются, куклы шевелятся, разговаривают. Ну, я так работаю. Любой спектакль, вот мы в Русском театре драматическом ставили Алису, потом Незнайку, тоже у нас работает все абсолютно. Ну и вот у нас здесь сейчас идет работа. Вот если смотришь, да, вот никогда не подумаешь, что это в самом деле пенопласт и что он такой легкий. Да, скажите, кого вы сейчас делаете? Я сейчас делаю Гитлера на спектакле «Рядовые». Из пенопласта, да, получается? Да, бюст Гитлера. Ага. Ну и вот то же самое. Тут получается это все металлическое, а сделано из картона. Смотрится как будто металлическое, а сделано оно все из картона. Да, у нас просто есть такая, можно сказать, болезнь. Мы завязаны просто на фактуре. Я прям люблю фактуру создавать, и поэтому будем все имитировать под металл, под это. И, естественно, зритель даже не поймет, откуда, что. Металл, не металл, ну, непонятно будет. И вот у нас здесь тоже. Ну, спасибо большое вам за такую экскурсию, да, то, что вы нам позволили заглянуть за кулисье и рассказать зрителям, как создается атмосфера в зале. Сергей?
Марферина, благодарим за информацию, а мы идем далее, переходим к новостям спорта. Дайджест основных спортивных событий в Якутии и мире подготовил Власий Сергеев. Союз европейских футбольных ассоциаций в июне отменит ограничения на зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Напомним, в октябре прошлого года УЕФА из-за сложной эпидемиологической ситуации ввел запрет на заполняемость стадионов более чем на 30%. По новым правилам, которые вступят в силу в июне, решение о количестве зрителей на трибунах будет определяться только региональными властями. Ограничение в 30% заполняемости трибун останется в силе до финальных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов. Футболисты молодежной сборной России проиграли команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 0-3. Авторами забитых мячей стали Якуб Брун Ларсен, Андерс Дрейер и Карло Хольце. По итогам 3 матчей предварительной стадии россияне заняли 3-е место в группе С, набрав 3 очка и не сумели выйти в плей-офф турнира. Команда Дании возглавила квартет, имея в активе 9 пунктов. Вторыми 6 очками стали французы. Замкнули таблицу исландцы, не сумевшие набрать ни одного балла. Четвертьфиналы чемпионата пройдут 31 мая. Баскетболисты казанского «Уникса» на своей площадке со счетом 82-78 обыграли краснодарский «Локомотив Кубань» в 3-м матче четвертьфинальной серии Еврокубка, 2-го по значимости европейского клубного турнира. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Херви, набравший 22 очка. В составе казанцев самым точным был защитник Джамар Смит, у него 19 баллов. «Уникс» вышел в полуфинал турнира, выиграв серию со счетом 2-1. В следующей стадии турнира ему будет противостоять итальянский клуб «Виртус». Россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Марином Чиличем в 4-м круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Майами. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6-4, 6-4. В четвертьфинале соревнований россиянин сыграет с американцем Себастьяном Кордой. В данный момент Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 побед на турнирах под эгидой данной организации. На соревнованиях серии «Большого шлема» лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал. Шайбы Артемия Панарина и Павла Бучневича принесли Нью-Йорк Рейнджерс победу над Вашингтоном в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-2. В составе победителей помимо россиян взятие ворот провели Филипп Хитил, Капо Какко и Адам Фокс. У гостей отличились Ти-Джей Оши и Ник Даут. Отметим, что Панарин помимо результативного броска записал в свой актив 2 ассиста и стал первой звездой матча. Рейнджерс занимает 6-е место в Восточном дивизионе, набрав 36 очков. Кэпиталс возглавляет таблицу, имея на счету 50 пунктов. В следующей встрече Рейнджерс сыграет с Баффало, а Вашингтон сойдется с Айлендерс. Сейчас предлагаем вспомнить, чем знаменита в истории сегодняшняя дата, 1 апреля. Апреля – международный праздник День смеха или День дурака. Также 1 апреля – Международный день птиц и день рождения коньяка. День рождения доллара также сегодня. 1 апреля 1778 года американский бизнесмен Оливер Поллок придумал этот символ. Он взял за образец знак испанской песеты. Сегодня один из праздников славян – День пробуждения домового. Его нужно было обязательно чем-то задобрить. По народному календарю считалось, какая погода в этот день, такая она будет и 1 октября. 1 апреля 1748 года начались раскопки древнеримского города Помпеи. Последние 60 лет там ведутся только реставрационные работы. Около четверти территории Помпеи не раскопано до сих пор. 1 апреля 1938 года положено начало широкому распространению растворимого кофе. Презентация нового напитка состоялась в Швейцарии. 1 апреля 1809 года родился Николай Гоголь, русский писатель, классик мировой литературы. 1 апреля 1873 года родился Сергей Рахманинов, русский композитор, пианист и дирижер. В
1906 году в этот день на свет появился Александр Яковлев, советский авиаконструктор, создатель знаменитых истребителей Як. 1 апреля 1908 года родился Абрахам Маслоу, американский психолог, основатель гуманистической психологии. 1 апреля 1934 года родился Владимир Познер, советский и российский журналист, телеведущий и писатель. В Якутии сегодня отмечают 70 лет со дня рождения Василия Филиппова, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки республики, члена-корреспондента Российской академии наук, президента Академии наук Якутии. Именины в этот день празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий и Софья. А еще этот день в народе называют Днем смеха. 1 апреля разыгрывать и шутить друг над другом стало доброй традицией. Полина Долинская выясняла происхождение этого дня. Существует несколько версий рождения праздника День смеха. Одни считают, что это напоминание о древнем празднике весны, который праздновался в апреле и сопровождался играми и шутками. А вот другие считают, что обычай ставить в смешное положение своих друзей и знакомых родился еще в средние века. Сегодня обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля распространен во многих странах. У каждого из нас есть в жизни история про забавные розыгрыши. Чаще всего мы любим подшучивать друг над другом в школьные годы. Самые распространенные были про белую спину или наклеенную записку «Пни меня». Но иногда пошутить в прямом эфире позволяют и ведущие федеральных каналов. Самым выдающимся розыгрышем века считается репортаж о небывалом урожае макарон в Швейцарии. Автором шутки выступил телеканал BBC. На фоне кадров, демонстрирующих тяжелую работу крестьян, собирающих на полях вареные макароны, голос диктора вещал о невероятном достижении в области сельского хозяйства – одинаковой длине всех макарон, что являлось результатом экспериментов многих поколений селекционеров. После этого редакция получила огромное количество писем-откликов. Кто-то удивлялся, что макароны растут вертикально, а не горизонтально. Кто-то просил выслать рассаду, и лишь немногие были растеряны. До сих пор они считали, что макароны изготавливаются из муки. Наш телеканал не стал вводить в заблуждение жителей всей республики, а решил обойтись малой кровью. А именно, разыграть телеведущих, когда во время эфира из ниоткуда рядом с ними появлялся клоун. Такая шутка не только повеселила съемочную группу, но и продемонстрировала, кто же из них более стрессоустойчив. Правительство страны поручило федеральное антимонопольное Иногда те самые розыгрыши выходили из-под контроля. Так, первоапрельская шутка от компании Google превратилась в реальную разработку. В 2013 году корпорация демонстрировала Google Nose – устройство для передачи запахов на расстоянии. Пользователям в буквальном смысле предлагалось нюхать смартфон. Некоторые восприняли шутку даже слишком серьезно. Например, компания Vapor Communications, которая разработали устройство Ophone, способны транслировать ароматы на расстоянии. Первоапрельские розыгрыши дарят массу ярких впечатлений, положительные эмоции и надолго запоминаются. Только помните, что шутки должны быть добродушными и безвредными. 1 апреля пожелаем друг другу как можно чаще смеяться. И во все остальные дни тоже. Общеизвестно, что смех и хорошее настроение являются сильным целебным подспорьем. Уходят страхи, переживания и тревоги, а взамен появляется радость и позитивное восприятие жизни. Смех фактически является лекарством для людей, страдающих депрессией и хронической усталостью. Укрепляет иммунную систему, тем самым улучшает и укрепляет здоровье. С доктором смеха встретилась наш СОБКОР в Москве Айсана Бурнашова. Научно доказано, кто больше смеется, тот дольше живет. Громкий смех борется с плохим настроением, высвобождает гормоны счастья, вырабатывает иммуноглобулин. В списке плюсов также профилактика заболеваний сердца. Сосуды расширяются и кровь лучше циркулирует. И, конечно, смех – это дыхательная гимнастика. Когда мы активно смеемся, выходит вся мокрота из легких, увеличивается жизненная емкость легких и происходит гипервентиляция легких. Почему? Потому что вы делаете глубокий вдох и потом частый выдох. У вас выходит весь оставшийся воздух,
Митя Ефимов – амбассадор йоги смеха в России. Уже 4-й год он помогает людям смеяться. Телевизионный продюсер в прошлом, сейчас успешный тренер. Он признается, на смену смеху от ума приходит смех от тела. Но если это искусственно выработанный смех, и все мы прекрасно помним фразу «смех без причины, признак дурачины», вот как это все работает? Дело в том, что наш мозг не различает искусственный и естественный смех. В обоих случаях вырабатывается эндорфин, гормон радости, и мы становимся более счастливыми. Поэтому каждое утро мой совет: проснулись, сразу начинайте смеяться. При йоге смеха важно широко открыть рот, делать упор на живот и постепенно переходить на диафрагму. В качестве старта буква А. По продолжительности Митя рекомендует смеяться каждое утро по 10 секунд, затем и все 20. Не забываем про громкость, она должна быть максимальной. И в конце упражнения глубокий выдох. И самое важное, что мозгу не хватает кислорода в этот момент, потому что вдох произошел, выдох очень длинный, он говорит: стоп, 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 нужен кислород, и он начинает активно вырабатывать эндорфин. И после таких вот 2-3 выдохов мне просто самому становится смешно. И мой смех становится естественным, потому что эндорфин пошел. В России последователей йоги смеха насчитывается порядка 300 человек. И с каждым годом эта цифра увеличивается. Не стоит на месте и индустрия смеха. Различные комеди-баттлы, стендап-шоу и юмористические передачи. Смех действительно положительно влияет на наш организм. Только вот как смеяться? Умом или телом? Выбор каждого. Важно просто не забывать это делать. Вырабатывали эндорфины и становились счастливее Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. И в завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня -1 градус, переменная облачность, вечером похолодает до -8, а ночью до -10, ветер с порывами до 7 метров в секунду. В Ленске тоже переменная облачность, -2 градуса днем, однако к вечеру столбики термометра опустятся до -9, ночью еще холоднее, -14, ветер с сильными порывами до 16 метров в секунду. В алмазной столице тоже похолодало сегодня, в Мирном -7, облачно, ветер до 6 метров в секунду. Вечером резко похолодает до -15, а вернется зима, и столбики термометра ночью опустятся до -20. В Нерюнгри переменная облачность, днем 0 градусов, ветер в порывах до 4 метров в секунду. Однако вечером станет значительно холоднее, до -8, а ночью до -12. И в столице региона, в Якутске, сейчас за окном, как и в Нерюнгри, 0 градусов, светит солнце, переменная облачность. Ночью столбики термометра опустятся до -13, ветер с порывами до 7 метров в секунду, давление 753 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха 42%. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь на канале Якутия 24.